Молодые люди готовятся к акции «Стоп Хам». В руках специальные наклейки. Скоро они найдут свое место на лобовом стекле машины нарушителя. Мы будем расклеивать на лобовые стекла автомобиля, которые припаркованы либо на газонах, либо под знаками, запрещающими остановку, либо парковку. Хотим тем самым подсказать водителям, что нарушать правила дорожного движения в городе Сыктывкаре не надо. Не надо создавать проблем для всех участников движения. Будь то пешеходы, будь то мамы с колясками, которым зачастую трудно пойти по тротуару, потому что стоит большая иномарка, либо еще какой вида транспорт. Либо другим водителям, совершающим маневры, которым приходится объезжать автотранспорт, брошенный как попало. Вот машины стоят прямо на тротуаре. Участники акции наклеивают знак «Стоп Хам». Водитель этой иномарки сразу признает нарушение и убирает авто. Впрочем, через минуту его место занимает джип. Причина понятна. У торгового центра нет стоянки. Однако дело не только в нехватке парковок, уверены активисты. Очень многие водители, к сожалению, даже не думают, как сделать, чтобы машина твоя не мешалась другим, а поставить машину чуть-чуть подальше, допустим, от работы, да? Не так, что кинул, бросил машину на дороге и будь что с ней будет. Стукнут, значит, мы будем искать виновных, а не смотрим, что мы сами прежде всего нарушаем. Такие акции прошли во многих крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде. Чаще всего автохамы лезли в драку и даже защищали свои машины от наклеек с помощью травматических пистолетов и ножей. Ты понял, что я тебе не дам приклеить? Ты не понял? В Сыктывкаре водители оказались гораздо спокойнее. 50 наклеек закончились моментально. Сотрудники ГИБДД участников акции похвалили и напомнили, наказание за неправильную парковку будет гораздо жестче. С 1 июля 2012 года она изменится, так как будет изменена ответственность за нарушение по данной статье. Административная ответственность возрастет с 300 рублей до 1000 и 1500 рублей за нарушение требований остановки стоянки. Также будут машины, которые будут создавать помехи, они будут эвакуироваться, и также будет эвакуация оплачиваться самим автовладельцем, который нарушил правила дорожного движения. Пока сыктывкарские власти думают, как расширить улицы и построить парковки, активисты молодежных движений намерены повторить акцию, чтобы громко заявить автохамам «Стоп!». Константин Куратов, Павел Фетисов, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.